Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, всех вас хочу сердечно поблагодарить за вашу активность и за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема будет такой: будет ли он что-то решать? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза, так и спросите: мой милый дорогой, будешь ли ты наконец-таки хоть что-то решать, либо что-то делать? Если вы готовы, настроились, давайте будем смотреть. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят в моих руках. Так. Ой, какие-то отсыпки пошли. Мужчина, ну вот просто оторви и выброси. Какой-то он у вас не сформировавшийся. Какой-то он у вас прям такой заляканный, всего боится, переполоханный. Ой, девочки, вы бы с него испуг сняли. Страхи, комплексы, зажимы. Какая-то неуверенность в себе, в своих действиях. Страх ошибиться в каком-то нелицеприятном свете, чтобы вы его увидели. Кстати, очень зависимый человек. Зависим от общественного мнения, от окружения. Вот, а кто что скажет? А кто что про меня подумает? Ой, а не дай бог кто-то во мне разочаруется. Ну я ж этого не переживу. Это же будет удар ниже пояса. Такой он у вас. Ох, неспокойная личность. Как вы с ним, живете, да? Кто-то, правда, еще не живет, но уже как предчувствую, да, весело не будет. Ой, девочки, вы такая изобильная, вы такая ресурсная, умничка, просто умничка. У вас за спиной какой-то очень хороший поступок. Прям вот угодили вы высшим силам своим поступком, либо каким-то своим поведением. У вас награда, кстати, у вас за спиной находится. Вы ее скоро совсем получите. Если вы чего-то желаете сердечно, вы можете об этом подумать сейчас и это загадать. И тогда высшие силы обязательно исполнят ваши желания, причем в кратчайшие сроки. Ну, а если вы хотите, просто доверьтесь высшим силам. А поверьте, они вас не обидят. Вы такая хорошая женщина, и вас наградят вот именно достойнейшим образом. Так, ну что? Вот у кого-то даже, девочки, отыграется, что мужчина тормозит только лишь по той причине, что вы для него ну просто какой-то сказочный идеал. Вот он с вами вместе находится, вроде как вы общаетесь, да, сидите друг напротив друга, а он себя сидит там под столом, за ногу щипает, поверить не может своему счастью, что такая женщина, такая богиня обратила на него, дворняжку, да, свое внимание. Вот так у него даже идет. И он каждый раз думает: ой, это мне привиделось, ой, это мне привиделось. У него какая-то фобия на то, что его раскусят, да, что поймут, что он не так хорош, что какие-то недостаточки его там всплывут, вылезут. Он, кстати, очень обидчивый человек, вспыльчивый и обидчивый. Вот эта вот вспыльчивость, это как ответная реакция на его страх, на его испуг. Ну, чем крыть? Агрессией, да? Сейчас я тут вспылю, агрессию наведу, все испугаются, разбегутся, и никто ничего про меня не узнает. Да? Не придется мне там оправдываться, что-то там объяснять и рассказывать. Такой. Я вам честно вот рекомендую снять с него испуг. Испуг, вот прям либо отливку, либо каким-нибудь обрядом. Снимайте с него испуг. Он у вас переляканный, это 100%. Кто-то с детства, кто-то там в молодые годы, кто-то
недавно, может быть, как-то там стрессанул, разочаровался. Но испуг с этого человека надо снимать. Снимите с него испуг, он поменяется. Пусть не полностью, пусть не диаметрально, но тем не менее вам станет легче и проще с ним общаться. Да и ему станет легче. Не будет вот этого, знаете, вот постоянного там глаз не будет перебегать на затылок, да, чтобы там подстраховаться, о боже, вдруг там что случится не то. Вот этого не будет, это уйдет. Будет ли он что-то решать? Пока на нем этот испуг, пока на нем эти зажимы и шоры, нет. Ничего решать он не будет. Он будет бегать от этих решений, как, знаете, заяц по лесу, туда-сюда, туда-сюда. Будет перескоками, тут так, знаете, как, типа, да-да-да, клянусь, обещаю, и тут же раз, и только пятки заблистали. Вот так он будет поступать. Либо наоборот, создавать проблемы, чтобы лишний раз перед вами там, ну, не оправдываться, да, либо не объяснять своего поведения. Вот, так что, девочки, снимайте с него испуг. Вот такой прям совет вам идет. Так, следующий момент. Если вы с него испуг снимете, и потому что вижу, что кто-то прям над этим будет работать. Видите, у него тут черная птица сидит, вот она, ворона. Прям прилипла к нему. Ее вспугнуть надо. И, знаете, как хвоста ей накрутить. Тогда ситуация меняется. Мужчина ваш на самом деле еще себя может показать. Даже если он уже возрастной. У мужчины есть какой-то талант, либо какая-то способность. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина наделен какой-то вот прям даже магией. Магией такой, знаете, вот как предсказаний. Может он как пророческие какие-то способности иметь. Он может даже вот как удачу иметь, да, вот как золотая ручка называется, да, вот чему не прикоснется, в золото может обратить. Но вот этот испуг, вот эта ворона, она ему все, вот знаете, как пережала артерию, кровь не поступает, и все, да, и человек гибнет. Вот эту ворону надо обязательно вспугнуть. Как только вы этого мужчинку в чувство приведете, я не буду тут советовать психологу, потому что четко показали ворону. Ну, ворона – это испуг, это магия. У кого-то, может быть, мужчина там под чарами много-много лет живет и сам этого не знает. Оно уже, так знаете, как все замылилось, и непонятно, что оно на самом деле есть. Но оно действует, оно на него действует, оно его разрушает, знаете, токсическое такое влияние идет. Кстати, вокруг него тоже, знаете, как радиация-то попахивает. Вы, кстати, с ним вот дерганой стали, вы с ним нервной стали. Вы раньше такой не были. Нет. А вот именно с ним, вот переполох, понимаете, на вас пошел. Это его. Эти негативные флюиды так на вас действуют. Поэтому, девчонки, вот прям хотите, идите за здравие ему ставьте. Хотите, найдите бабушку, пусть она ему испуг отольет. Даже без его участия можно это все делать. Чистка здесь не поможет, честно говорю. Тут не стоит голову морочить. Тут именно либо, ну как, откупить его надо, да, ну и испуг обязательно нужно тоже отлить. Так, как только вы это делаете, мужчинка ваш начинает меняться, да, начинает меняться. Не могу сказать, что он прям сразу все везде порешает, но тем не менее он, ну как, подрасслабится немножко, да, вот эта стрессовость, она с него уйдет, и он уже как-то будет более-менее просчитывать на будущее, уже будет четко понимать, да, что я могу, что я не могу. Он будет с вами честно говорить, он будет с вами действительно беседовать и говорить: вот смотри, я очень хочу, ну такие вот обстоятельства. Что думаешь, что скажешь? А давай решим вместе. Вот у вас так пойдет. Вы будете вместе решать, вы будете вместе подбирать такие варианты, чтобы и вас, и его все это устраивало. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем мужчина решает сам. Когда мужчина решает сам, ну там не пойми, какие тараканы у него там разбегались, разактивничались, да, может быть, недобрые тараканы, да, либо там шальные какие-нибудь. А когда вы как пара, как партнеры, да, равноправные партнеры вместе что-то решаете, так по мне это замечательно. Вот у вас на будущее именно такая ситуация идет. Когда наступит это будущее, ну как вот эту ворону вспомнете. Тут каждая девочка должна рассчитывать свои силы. Вот. То, что вам отливка испуга поможет, это 100%. Прям вот четко нам все тут показали. Вот видите, как птица должна сидеть в клетке, а у вас наоборот. Человек сидит в клетке, а птица сидит на клетке.
Вот, эту ситуацию нужно переменить. Как только вы ее перемените, все, с мужчинкой вы договоритесь. Договоритесь. Причем договоритесь полюбовно. И так и дальше будете договариваться. И будете жить, не то жить. И счастливыми будете. Так обязательно случится. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.